Свой каток и своя лыжная база. Все построено сельчанами и для сельчан. А потому прокат инвентаря бесплатный. Местный ТОС за 5 лет успел реализовать 5 проектов. На благоустройство своего села активисты привлекли больше 2 миллионов рублей. Хотя сумма всех работ на самом деле гораздо больше. Помогали местные предприниматели. Первый объект, лыжная база, как раз был предоставлен целый сруб калиброванного бревна, который мы используем. Местные предприниматели непосредственно. И техника использовалась при строительстве, когда нужно, помогают как раз предприятия на территории поселения. Замахнулись сельчане и на реконструкцию здания Алексеевского училища. Сегодня это объект культурного наследия. Здесь активисты уже отремонтировали помещение для ветеранов. Проект «Новый дом для бабушки и дедушки» оценил и Сергей Гапликов. Глава Коми обещал местным пенсионерам помочь с оргтехникой, чтобы те шагали в ногу со временем. До этого ветераны у нас занимались в подвале при администрации. Но тоже это неудобно. Это, во-первых, темно. А сейчас посмотрите, какое помещение у ветерана. Оно светлое, покрашенное, оно современное. Туда хочется приходить не только самим ветеранам, но и молодежи. Мы такую задачу в проекте фонда Тимченко и ставили, новый дом для бабушки и дедушки, чтобы туда, помимо самих ветеранов, приходили их внуки, наследники, чтобы была связь времен. Уже в райцентре Сергей Гапликов лично оценил, как дошколята и воспитатели обжились в новом детском саду. Своя система видеонаблюдения, современное оборудование для образовательной деятельности и даже полы с подогревом в группах. Но главное – десятки подсобных помещений для удобства персонала. Сегодня это настоящий современный дошкольный комбинат с полным самообслуживанием и даже своим домом моды. Заказывает на утренники, и перед утренниками как бы наплыв больше идет. Вот. А потом группы постельные для деток, для групп всякие разные там изделия заказывают. И мы шьем, выполняем. Уже на встрече с коллективом детского сада обсудили вопросы строительства новой школы в Объячево, поддержки молодых специалистов и медицинского обслуживания. Здесь слова благодарности от всех женщин района. В больнице наконец-то появился маммограф. Теперь такое востребованное обследование можно пройти, не выезжая из района. Такая же установка появилась и в Удорской ЦРБ. Мы давно обсуждали, но все-таки нашли возможности. Я могу сказать, что при умелом подходе, в Министерстве здравоохранения все-таки так ребята, честно говоря, потрудились. Мы за прошлый год очень много сделали с точки зрения обновления оборудования и поставки недостающего. А еще благодаря детскому саду у этого микрорайона появилась новая дорога. Сегодня подъезд к дошкольному учреждению заасфальтировали, сделали тротуар. Ходить с малышами стало безопасно. Но пользуются дорогой не только родители дошколят. Здесь идет активное жилищное строительство. А еще именно в этом микрорайоне будут возводить и новую школу. По словам Сергея Гапликова, реализация проекта начнется, возможно, уже в 2019 году. Виктория Палкина, Василий Янин, телеканал Юрган, Прилузский район.